столице Ирландии Дублине открылась Ирландская уйгурская культурная ассоциация с целью популяризации истории, культуры уйгуров и того, что происходит от прошлого к настоящему времени. На церемонии открытия ассоциации также присутствовали Далкун Иса, президент Всемирного уйгурского конгресса, Рушен Аббас, президент уйгурского движения, и Абдулхаким Идрис, президент Центра уйгурских исследований. Нурия Зайден, гражданка Ирландии и член небольшой ирландской уйгурской общины, проживавшей в Ирландии последние 15 лет, боялась публично говорить о кампании репрессий режима КПК в Восточном Туркестане. «Я приехала в Ирландию, но жила в страхе. Я никогда не могла сказать, через что я на самом деле прошла и что со мной происходит», — говорит она. Зайден стала соучредителем Ирландской уйгурской ассоциации вместе с ирландским академиком Дэвидом О'Брайеном, специализирующимся на этнической идентичности в Китае. Ассоциация будет посвящена уйгурской культуре и языку, а также направлена на повышение осведомленности о том, что происходит с уйгурским народом в Китае. В рамках своей многолетней политики систематического геноцида с целью китаизации Восточного Туркестана китайский режим пытается насильственно снести дома и жилые районы, построенные в турецком национальном стиле, и заменить их китайскими в рамках программы «Жилищная перестройка и развитие». С начала этого года стало известно, что Китай снес около 1000 жилых домов, в которых проживало 200 тысяч семей по всему Восточному Туркестану под предлогом реновации, отрезав население от приусадебных участков и построив на их месте государственное жилье с целью улучшения контроля. Вынесен промежуточный вердикт по делу, возбужденному Южной Африкой в Международном суде по обвинению в геноциде. Суд постановил, что Израиль должен принять все меры для пресечения актов геноцида в Газе. Промежуточное решение было принято делегацией 16 человек, в которую входили 14 постоянных членов Международного суда, базирующегося во Дворце мира в Гааге, и по одному судью, представляющему Израиль и Южную Африку. В резолюции подчеркивалось, что Израиль должен гарантировать, что подчиненные ему силы не будут совершать геноцид в Газе. В соответствии со своим международно-правовым обязательством Израилю было предложено в течение месяца уведомить Гаагу о мерах, которые он предпримет для выполнения временного решения. В США 25 штатов подписали заявление в поддержку Техаса о дебатах о безопасности границ между президентом США Джо Байденом и штатом Техас. В США Конституционный суд постановил, что проволочная сетка, натянутая на границе с Мексикой губернатором Техаса Грегом Эбботом для предотвращения миграции, может быть перерезана должностными лицами центрального правительства. Губернатор Техаса Грег Эббот объявил, что это ограждение будет восстановлено, даже если оно будет удалено центральным правительством. Все 25 штатов выступили против решения Конституционного суда об отмене проволочной сетки на границе с Мексикой. Вокруг острова Тайвань вчера в течение дня было обнаружено 6 высотных шпионских шаров, принадлежащих Китаю. Согласно заявлению, опубликованному в сети X аккаунте Министерства обороны Тайваня, 5 аэростатов пролетели над городом Килунг на северной оконечности острова, а 1 над городом Пингтунг на юге. Сообщается, что в Японии в 2023 году покончили жизнь самоубийством 21 818 человек, в том числе 1010 студентов. Число самоубийц по всей стране сократилось на 63 по сравнению с предыдущим годом и составило 21 818 человек. Среди причин самоубийства на первом месте стояли проблемы со здоровьем, прожиточный минимум и условия труда. Чиновник Министерства здравоохранения заявил, что власти будут поощрять комплексные меры по предотвращению суицидов.